Добрый день, уважаемые абитуриенты, мамы, папы, студенты, учителя. Мы рады приветствовать вас на нашей прямой трансляции, которая ведется в стенах Башкирского государственного аграрного университета. И сегодня, уважаемые зрители, мы продолжаем цикл прямых трансляций. И такое важное мероприятие, как День открытых дверей, мы проводим в формате онлайн. И сегодня мы будем говорить о факультете биотехнологий и ветеринарной медицины. Поэтому Нюша, она вместе тут со мной на ручках и тоже приветствует вас. Дорогие друзья, вы сегодня можете задавать вопросы в чат трансляции, касающиеся этого замечательного факультета. Естественно, мы все вопросы ваши разберем, ну и также поговорим вместе с деканом, с работодателями, ну и, конечно, со студентами. Поэтому вы можете задавать вопросы, касающиеся не только обучения, но и также формата поступления, ну и многое другое. Ну что, друзья, сейчас давайте посмотрим ролик о факультете биотехнологий и ветеринарной медицины. Факультет биотехнологий и ветеринарной медицины является одним из старейших факультетов Башкирского государственного аграрного университета. Он основан в 1930 году. На протяжении всей своей истории факультет готовит высококвалифицированные кадры для агропромышленного комплекса Республики Башкортостан и Российской Федерации. Факультет ведет прием по следующим направлениям подготовки: ветеринария, специализации, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарная фармация, болезни сельскохозяйственных и домашних животных, финансовый менеджмент в ветеринарном бизнесе. Выпускник – ветеринарный врач, занимается профилактикой и лечением инфекционных, инвазионных и незаразных болезней, проводит работу по повышению производства доброкачественных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов и сырья животного происхождения по охране населения от болезней общих для человека и животных. Зоотехния – направление подготовки, технология производства продуктов животноводства и пчеловодства, кинология. Выпускник направления зоотехния является технологом-менеджером в современном промышленном скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве, коноводстве, а также пчеловодстве, кинологии, переработке и сбыте продукции животноводства. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Направление подготовки. Технология производства и переработки продуктов животноводства. Предпринимательская деятельность в агропромышленном комплексе. Выпускник направления технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции является современным технологом в области производства и переработки продукции животного и растительного происхождения. Для поступления необходимо сдать следующие экзамены: биология, математика, профильный уровень и русский язык. Документы, необходимые для поступления. Первое. Документ об образовании, среднем общем, начальном или высшем профессиональном образовании, аттестат или диплом с выписками и приложениями. Второе. Копия паспорта. Третье. Фотографии 3х4. Сроки приема документов с 20 июня 2020 года. Ну что ж, вот такой замечательный ролик, подготовлен специально для факультета биотехнологий и ветеринарной медицины. Ну что ж, дорогой наш зритель, хотелось бы прямо сейчас познакомить вас с теми, кто сегодня будет присутствовать в нашей студии, с кем мы сможем пообщаться и кто будет отвечать на ваши вопросы. Ну что, давайте приступим. Сегодня в нашей студии декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Георгий Вячеславович Базекин. Добрый день, очень приятно. Здравствуйте. Так, сегодня также у нас ответственный секретарь приемной комиссии Башкирского государственного аграрного университета Светлана Сергеевна Боголюк. Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня тоже не одна, а с помощником. Отлично, вот да, у нас такие помощники. Сегодня также в нашей студии присутствует и студентка 4-го курса факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Ангелина. Привет. Привет. Поэтому, друзья, как вы видите, сегодня вы можете задавать вопросы совершенно разных уровней, как и формата поступления, как и обучения, общежития и многое другое. Также хотелось бы вас познакомить с еще одними участниками нашей сегодняшней трансляции. Как вы видите, у нас сегодня морские свинки. Также вы можете спрашивать вопросы, касающиеся животных на факультете. Вот конкретно вот этот
Вот эту свинку зовут Нюша. Нюша тоже можешь. Надеюсь, она с вами поздоровалась, да. Ладно, друзья, ну что ж, по традиции, День открытых дверей в нашем университете открывает ректор Башкирского государственного аграрного университета Илдар Исмагилович Габитов. Дорогие друзья, история развития цивилизации знает немало примеров появления и ухода в небытие различных профессий. Но профессия человека, работающего на земле, обеспечивающая продуктами питания населения, была, есть и будет на все времена. В нашем университете вы сможете реализовать и заложить основу всех ваших начинаний и планов в различных отраслях народного хозяйства. Аграрный университет – это целый мир. Приглашаем в ваш Башкирский государственный аграрный университет. Реализуйте все ваши планы в области умного сельского хозяйства, точных технологий. Ждем вас! Спасибо большое, Илдар Исмагилович. Ну что ж, а сейчас хотелось бы первый вопрос задать декану факультета биотехнологий и ветеринарной медицины. Георгий Вячеславович, скажите, пожалуйста, все-таки какие самые главные преимущества обучения на этом замечательном факультете? Вот, наверное, самый такой первый вопрос. Ну, конечно же, во-первых, факультет биотехнологии и ветеринарной медицины – это один из старейших факультетов нашего университета. Вот, в октябре этого года мы все торжественно будем отмечать его 90-летие. То есть он зародился вместе с нашим университетом одновременно. Второй момент, это немаловажный, конечно, что на нашем факультете обучается самое большое количество студентов. На сегодняшний день на факультете обучается более 70 студентов очного обучения. Третий такой момент, наиболее важный, я считаю, это, конечно же, бюджетные места. Наш факультет обладает самой большой квотой бюджетных мест. И тем самым есть возможность студентам обучаться бесплатно, получать различные стипендии и так далее. Вот. Следующий, наиболее такой важный момент – это профессорско-преподавательский состав нашего факультета. Занятия ведут это педагоги высшей квалификации, во-первых. На нашем факультете все преподаватели имеют ученую степень кандидата или доктор наук. Все преподаватели имеют в своем багаже опыт практической работы. То есть все преподаватели работали на производстве, а также среди других факультетов нашего университета на нашем факультете самое большое количество – это профессоров, докторов наук. Следующий момент – это, конечно же, материально-техническая база нашего факультета. Вот начиная с 2017 года мы постоянно проводим модернизацию наших новых и создание новых лабораторий. Так, на факультете было модернизировано уже более 25 лабораторий. Для студентов всех направлений у нас имеются специализированные учебные тоже лаборатории, такие как лаборатория патологической анатомии, лаборатория фармакологии, где студенты могут учиться изготавливать лекарства, различные операционные, как малые, большие, акушерские манежи и так далее. Для отработки практических навыков у нас на факультете функционирует клинико-диагностический центр ветеринарной медицины, где студенты могут совместно с нашими преподавателями, практическими ветеринарными врачами научиться обращаться с животными, совместно с преподавателями правильно ставить диагноз. То есть часть вообще занятий у нас проходит на базе вот именно вот этого клинико-диагностического ветеринарного центра. Сейчас он к тому же называется университетская клиника. А также в этом центре ветеринарные врачи, которые работают в городе и в районах нашей республики,
у нас проходит тоже повышение квалификации. Вот, ежегодно это и уфимские врачи, врачи других регионов нашей России. Вот. И тем самым студенты могут общаться не только с нашими врачами, но и с врачами других регионов и узнать какие-то новые методы лечения, профилактики болезней животных. Вот. Особое место в нашем факультете занимает это студенческие специализированные отряды. У нас на факультете их достаточное количество. Вот. В период практик, в летний период студенты проходят практику именно в этих отрядах. Они помогают и нашим производственникам Государственной ветеринарной службы оказывать практическую помощь, ну и также помогают во время осенних полевых работ, сборки урожая и так далее. Что касается, вот в прошлом году наши студенты выезжали в составе стройотряда Айболит, в составе стройотряда Мост и оказывали ветеринарную помощь в больших крупных хозяйствах. Так, еще один момент, который я хотел бы сказать, это трудоустройство наших выпускников. Обучаясь на факультете, мы ведем этих студентов от учебы до трудоустройства. И сегодня процент трудоустроенности наших студентов колеблется от 78 до 85%. Также во время учебы у нас активно развивается и научно-исследовательская работа студентов. Наши студенты – это неоднократные победители вторых и третьих этапов Всероссийского конкурса научных работ среди студентов и аспирантов. То есть свои достижения, свои результаты научных работ они показывают на российском и международных уровнях. Вот. У нас также на факультете на высоком уровне и международное сотрудничество. К нам приезжают магистранты с других регионов, за границы, а также мы проводим стажировку и в Белоруссии. Вот. А в 2018 году наш факультет, а именно специальность ветеринария, начала процедуру прохождения международной аккредитации ветеринарии. И первый этап уже пройден. Как раз эксперты, международные эксперты из Франции, Германии, Италии приезжали и смотрели материально-техническую базу университета, смотрели качество нашего обучения. Вот, и рекомендовали уже нам проходить в 2021 году полную аккредитацию. Ну и что касается воспитательной работы на нашем факультете, для студентов здесь все открыты двери. Студенты нашего факультета неоднократно являлись победителями различных конкурсов, как «Здравствуй, университет», «Золотой колос» и так далее. Мы всегда в лидирующих позициях. Вот. Для каждого студента у нас предоставлено комфортабельное общежитие, вот, где студент может не только провести занятия, отдохнуть, но и заняться спортом, художественной самодеятельностью и так далее. Наши студенты неоднократные участники и республиканских, российских, международных уровней. Так, например, мы участвуем в таких мероприятиях, как WorldSkills по компетенции ветеринария,
в открытых чемпионатах молодые профессионалы, тоже России, WorldSkills по ветеринарии. И впервые в истории чемпионата на базе нашего университета организованы соревнования WorldSkills по компетенции пчеловодства. Вот. Мы проводим и республиканские, всероссийские конкурсы профессионального мастерства по пчеловодству, а также собираем все ветеринарное и зооинженерное сообщество по вопросам учебы, дальнейшего трудоустройства и так далее. Спасибо, Эрнест. Что ж, такой замечательный рассказ про факультет нам рассказал декан факультета биотехнологий и ветеринарной медицины Георгий Вячеславович Базекин. Поэтому, если что, вопросы также будем адресовать всем спикерам. И также я сейчас спешу обрадовать. У нас в студии, к нам в студии присоединился главный работодатель, начальник Уфимской городской ветеринарной станции Дамир Абугалеевич Хузин. Добрый день. Здравствуйте. Так, ну что ж, у нас уже поступили вопросы в чат, которые хотелось бы разобрать. Их достаточно, в достаточном количестве, поэтому давайте скорее начнем. Итак, Кристина Котова задает вопрос. Очень интересно, а какие животные содержатся еще при университете? Так, кто будет отвечать на этот вопрос? Ну, давайте я отвечу на этот вопрос. У нас существует так называемый виварий, где содержится большое количество животных. Мы в своем составе, или у нас на факультете, живут коровы, лошади, овцы, гуси, утки, ну и, конечно же, наши мелкие братья – это собаки, кошки, морские свинки, кролики, крысы и даже декоративные птицы. То есть даже декоративные птицы. Но это здорово на самом деле. Друзья, тоже хочу вас обрадовать, что вы можете задавать вопросы, которые касаются не только обучения, но и также трудоустройства, потому что сегодня с нами главный работодатель, он может ответить на самые главные вопросы о дальнейшем трудоустройстве после обучения в нашем университете, на этом факультете. Так, едем дальше. Вот сразу еще один вопрос. Дайте так по очереди, наверное, будем. От Влада Недорезова. Надеюсь, правильно прочитал. Можно ли переводиться с платного на бесплатное обучение? Вот такой вопрос. Тоже очень важно. Ну, я здесь тоже могу ответить на этот вопрос. Конечно же, по законодательству при наличии вакантных бюджетных мест и при отличной учебе студенты могут переводиться с коммерческих на бюджетные места, написав заявление, конечно же, в нашу комиссию. Все, спасибо. А вот, кстати, вопрос по поводу трудоустройства. Так, с какими предприятиями вы заключаете договора о трудоустройстве? Вот такой замечательный вопрос. Кто будет отвечать? Ну, я скажу, здесь вот у нас как раз с нами сидит Дамир Бугалевич, он начальник Уфимской городской ветеринарной станции. Это предприятие, с которым мы заключаем договора и по прохождению практик, и дальнейшего трудоустройства. Давайте ему дадим слово. Пожалуйста. Дамир Бугалевич. Ну, по вопросу трудоустройства, что я могу сказать? У нас государственное бюджетное учреждение, Уфимская городская ветеринарная станция, вот, имеется 6 подразделений по лечению, по проведению противоэпизоотических мероприятий. Это 3 ветеринарные лечебницы, которые работают, центральная ветлечебница у нас работает в круглосуточном режиме, 2 ветлечебницы работают без выходных, 2 на 2 сменой, это с 9 до 9, и кроме этого 3 ветеринарных участка имеется, которые занимаются в основном противоэпизоотическими мероприятиями. Но имеется также в городе 7 лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы. После завершения обучения выпускники могут к нам приходить, трудоустроиться. При наличии вакансий мы их принимаем с удовольствием на работу. У нас очень много работают опытные ветеринарные врачи узкой специализации, которые ежегодно проходят стажировку в крупных клиниках городов Москва, Санкт-Петербурга. Спасибо большое, Дамир Бугалевич. Надеемся, Влада, мы на твой вопрос ответили. Так, ну, есть еще несколько вопросов. Так, давайте попробуем разобрать. Вот Дарья Бабина прислала вопрос. Какое общежитие дается для студентов ветеринарной медицины? Георгий Вячеславович.
Ну, для иногородних мы предоставляем общежитие, и в нашем распоряжении имеются два общежития. Это общежитие номер 7 и общежитие номер 2. Все общежития – это комфортабельные общежития. В основном это двухместки, и во всех комнатах имеется интернет, и можно подключить телевидение и так далее. То есть все необходимые Да, условия да, для да. комфортного Условия проживания. есть, пожалуйста. Здорово, здорово, что еще могу сказать. Так, едем дальше. Еще пару вопросов разберем из чата и потом немножко поменяем рубрику. Итак, едем дальше. Вопрос такой. Снова Кристина Котова задает вопрос. Слышала, университет прошел международную сертификацию по ветеринарии. Расскажите, а что это такое? Ну, международная сертификация, мы как раз еще ее проходим. Вот в этом году мы прошли международную общественную аккредитацию. Нам очень приятно, что мы ее прошли. И в 2021 году мы будем проходить большую международную аккредитацию Европейской ассоциации учреждений ветеринарного образования. Это означает, что, получив диплом именно у нас в университете по специальности ветеринария, не надо будет его подтверждать в странах Евросоюза. То есть выпускники спокойно могут поехать за рубеж, в Европу, и начать там работать. Ну, я могу сказать, далеко не каждый университет может позволить себе такое, поэтому это очень значимый момент для всех студентов, которые поступают на факультет биотехнологии и ветеринарной медицины. Так, есть еще один вопрос по поводу трудоустройства. Вот, Алена Качура задает вопрос. Куда можно устроиться кинологом после обучения? Дамир Абдулевич, может? Смогу, конечно. Но кинолог это очень ответственная профессия. Кинологом после завершения можно устроиться и кинологом, и одновременно и ветеринарным врачом, ветеринарным работником в такие учреждения, как, допустим, школа МВД есть у нас, есть школа, где готовят собак-поводырей, готовят. Ну, в основном вот такие уж, которые находятся на территории городского округа города Уфы. Ну, есть и в других городах у нас, в Салавате, Стерлитамаке, нужны такие специалисты. Ну, я могу добавить, что, конечно, профессия кинолога, она также востребована и на ЖД-транспорте, таможне, аэропорт, и у нас есть зональный кинологический центр, где готовят этих, и там можно работать тоже кинологом. На самом деле я так рад за кинологов, потому что я учусь в аграрном уже достаточно 4 года уже учусь, и первый раз только про это узнаю. Не может не радовать. Так, ладно, друзья, хочу вам напомнить, что сегодня мы будем разбирать также видео вопросы, которые вы прислали нам на почту. И поэтому прямо сейчас хотелось бы посмотреть, послушать первый вопрос, который поступил от Алины из Мелеуза. Давайте скорее послушаем. Здравствуйте, меня зовут Стрельникова Анна. Я учусь в 10 классе 18-й школы. У меня такой вопрос. Где и как можно получить целевое направление для поступления на ваш факультет? Спасибо. Ну что ж, вот такой вопрос поступил от Анны. Правильно, да, сказал? От Анны из Мелеуза. Ну что ж, кто будет отвечать на этот вопрос? По целевому направлению? Да. Ну, я отвечу, наверное. По целевому направлению я отвечу, как и вот мы являемся государственным бюджетным учреждением, как и остальные ветеринарные станции, лаборатории Республики Башкортостан. Мы можем выдавать целевое направление абитуриентам для обучения в ветеринарном факультете Башкирского государственного аграрного университета, который после завершения выпускник, который получил целевое направление, они могут устроиться в системе государственной ветеринарной службы городского округа города Уфы. Ну и при желании любой человек, который закончил ветеринарный факультет, они могут устроиться и в частные ветеринарные клиники, которые у нас большое множество, их на сегодня около 50 клиник по городу.
И у нас, как я уже сказал, тоже ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки и лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы. Ну, я дополню, можно, да? Конечно. Ну, вообще, обладатель целевого направления – это вообще счастливчик. Ну да. Вот, я считаю, это счастливый человек, потому что у него уже определены место прохождения практик, у него определены место дальнейшего трудоустройства. То есть, если он заключил договор с ветеринарной станцией, он может в любое время туда обратиться. Они всегда помогут, какой-либо документации и так далее. А уже начиная с 3-го курса, наши студенты, целевики, так скажем, уже во внеурочное время, во внеучебное время, именно проходят, работают там в качестве санитаров, ветфельдшеров. То есть они уже получают практические навыки. И тем самым, выйдя уже на 5-й курс, получив диплом, они имеют уже трудовой стаж. То есть опыт работы у них уже 2-3 года имеется. И тем самым им намного легче найти работу, чем другим студентам, которые не имеют опыта работы. Правильно же, Дамир Абгулевич? Подтвердили, да, слова. Ну что ж, друзья, мы продолжаем с вами разбирать вопросы из чата. Вот тоже вопрос такой. Кстати говоря, вопрос очень актуальный на сегодняшний день. Дарья Бабина задает вопрос. Возможно ли, что кто в этом году поступит, будут первый курс? Так. Возможно ли, что кто в этом году поступит, будет первый курс учиться дистанционно из-за коронавируса? Вот такой вопрос. Очень волнующий на самом деле сейчас всех студентов, всех абитуриентов. Конечно, здесь мы еще никакой уверенности нету, как сложится наша эпизодическая обстановка, потому что каждый день что-то меняется. Но мы уверены, что это все пойдет на спад, и 1 сентября наши будущие студенты, да, которые в этом году будут поступать, они спокойно придут в стены нашего университета и начнут традиционную учебу. Все, вот так, вот такие варианты развития будут в этом учебном году и в следующем тоже. Ну что ж, давайте еще один вопрос разберем. Так. Вот, интересный вопрос. Кроме научной деятельности и спортивной, чем еще может заниматься студент в свободное от учебы время? Кристина Кота задает. Ну, Ангелина, я думаю, что ты тоже нам можешь про это рассказать. Как раз от лиц студента будет очень интересно послушать. Да, на самом деле у нас в университете очень много сфер деятельности, помимо спортивной, учебной. Я являюсь, например, руководителем волонтерского центра, у нас добровольчество крайне развито, очень-очень-очень стараемся развивать волонтеров, отправляем их на форумы, как всероссийские, так и даже международные. Есть творческая деятельность, чем занимается Центр эстетического воспитания. Там ребята занимаются по направлениям вокал, танцы разных направлений абсолютно. Также у нас есть правком студентов и аспирантов, которые помогают в социальной сфере развиться как управленцы. Есть Лига молодежной политики. То есть студентов развивают во всех направлениях, и мы стараемся способствовать этому, развивать, помогать. Деканат очень сильно нам помогает. То есть бывают такие случаи, что по общественной жизни ты немножко углубился, а в учебе забылся, и вот тут вступает уже деканат, они поддерживают, помогают. В общем, общественная жизнь — это круто, и у нас в университете, на факультете это очень сильно развито. Ну вот, опережая всех студентов, то есть можно сказать, что совмещать, то есть любую другую деятельность в университете вместе с обучением можно и даже нужно. Абсолютно верно. То есть это легко делать, да? Да. Ну все, поэтому студенты, абитуриенты, поступающие в наш вуз, можете не беспокоиться. У нас можно и обучаться, и заниматься творческой деятельностью, спортивной или же волонтерской. Так, давайте еще один вопрос из чата посмотрим. Так. Угу. Здравствуйте, есть аспирантура по пчеловодству и есть ли курсы повышения по пчеловодству? Задает вопрос Рузия Абдулина. Ну, конечно же, у нас, как и на других факультетах, имеется собственная аспирантура именно по направленности пчеловодства. Срок обучения на данной направленности составляет 3 года.
и 4 года 5 месяцев на заочном обучении. Ну и, конечно же, у нас на факультете имеются курсы повышения квалификации по пчеловодству. Один раз в 3 месяца мы набираем группы, где-то от 20 до 25 человек, и проводим курсы повышения квалификации. Ну, во время повышения, значит, мы как раз же проводим не только теоретические наши занятия в стенах университета, но и с удовольствием нас вот приглашают и Дамира Бугалевич к себе на ветстанцию, и в Башкирской научно-производственной ветеринарной лаборатории мы работаем, потому что там есть это мобильная лаборатория по пчеловодству, которая сейчас вот в районах диагностирует болезни, а это сейчас актуально и очень интересно. И для студентов именно 5-го курса по специальности ветеринария мы открыли новую специализацию, которая называется биология и болезни пчел. Это мы единственные, которые обучают по данной специализации студентов ветеринарии. На самом деле, мне самому сейчас очень интересно слушать про пчеловодство. И также хотелось бы узнать, Георгий Вячеславович, вот я знаю, что в нашем университете есть ветеринарно-диагностический центр, есть новый виварий, есть новый кормцех. Я думаю, что всем абитуриентам, студентам, которые будут поступать на факультет биотехнологии и ветеринарной медицины, было бы очень интересно послушать. Да, ну, про виварий я сказал несколько вот раньше, да, но про ветеринарный центр я сказал несколько раньше, но, конечно же, в этом году мы полностью реконструировали наш виварий, то есть место жительства наших домашних животных. И вот у нас есть небольшой видеоролик о нашем виварии. Давайте посмотрим его. Да, конечно, давайте. В Аграрном университете будут испытывать новые препараты для медицины. Для этого в ВУЗе провели реконструкцию вивария на сумму почти 1,5 миллиона рублей. В блоке для исследований поселили более 100 грызунов. Кроме подготовки сильных ветеринаров, такая практическая работа увеличивает шансы ВУЗа выйти на международную арену. Подробности расскажет Динара Таймасханова. Давай мы тебя сейчас послушаем, проверим твое сердцебиение. Не бойся. Для маленького сердечка вполне стандартный стетоскоп. Медицинские процедуры малышам не нравятся. Студенты, наоборот, вместо сухой теории готовы сутками напролет осматривать пушистых пациентов. Морские свинки, мыши и кролики. В клетках около 100 биологических моделей. Если будущие ветеринары смотрят на грызунов как медики, то зоотехники ответственны за содержание и диету. Многие думают, что кормление животных – это вот, дал им что-нибудь и ушел. На самом деле кормление – это как высшая математика, потому что там нужно все вплоть до расчета, все это знать, цифры все, потому что ты можешь переборщить, и животному у него начнется ожирение или наоборот голодание. Этого допустить ни в коем случае нельзя. Жиры, протеины и клетчатка. Меню составлено как у лучших диетологов. Все расчеты, сделанные в ВУЗе, используют в работе республиканские аграрии. Ведь на 70% здоровье животных зависит от кормления. Блок с так называемыми биологическими моделями появился в Аграрном относительно недавно. Прогресс в ветеринарной медицине невозможен без практических исследований. На таких дисциплинах, как фармакология, вот мы исследуем, допустим, действие различных препаратов. При исследовании этих препаратов, после исследования этих препаратов, эти препараты могут использоваться, допустим, в лечении тех же кошек, собак, крупного рогатого скота, да, при установлении определенных дозировок этих препаратов. Будущие ветеринары и зоотехники могут изучать животных не только по внешним показателям. В соседнем кабинете размещен аппарат ультразвукового исследования. Сегодня кролика мы будем проверять на заболевания желудочно-кишечного тракта. Блок с грызунами обошелся почти в 1,5 миллиона рублей. Здесь не только можно исследовать новые препараты в медицине. ВУЗ сможет выйти на международную арену. На следующий год в учебном заведении ждут зарубежных экспертов. Попавших в этот список высших образовательных учреждений сельскохозяйственного направления в России всего 5. Это дает нам, во-первых, что выпускники нашего факультета смогут работать в странах Евросоюза без подтверждения диплома. То есть наш диплом будет приравниваться к международным европейским стандартам. Животных этого вида станет больше. Жилплощадь для грызунов рассчитана почти на 1700 обитателей. ВУЗ планирует стать поставщиком биологических моделей, в том числе для медицинского университета.
Динара Таймасханова, Азат Ишбулатов, Владимир Шевчук. Новости Уфа. Ну что ж, вот такой телерепортаж от телеканала БСТ. Показали про новый Виварий и про ветеринарно-диагностический центр. Ну что ж, мы снова продолжаем разбирать вопросы из чата. Давайте скорее приступим. Вот тут вопрос задает Эльмира Сухангулова. Расскажите процесс вступительных испытаний, как он будет проходить, весь процесс вы будете контролировать по камере, как проходит идентификация личности. Вот такой замечательный вопрос. Эльмира, спасибо за вопрос. Я думаю, что сегодня этот вопрос интересует многих абитуриентов. Вступительные испытания в ВУЗе, они будут проходить для тех, кто поступает на базе профессионального образования, то есть это колледж, либо высшее образование. Здесь в современных реалиях мы действительно будем проводить вступительные испытания в онлайн-формате или в дистанционном формате. И обязательное условие, как и в вопросе было сказано, это идентификация личности и обязательный видеоконтроль прохождения вступительного испытания. Идентификация личности, процедура и видеоконтроль у нас описаны в инструкциях, которые размещены на сайте. Можете ознакомиться с этими инструкциями, но более подробно у подавших документы в наш университет эти инструкции будут в личных кабинетах. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Ну, надеемся, Эльмира, мы ответили на твой вопрос. Также вот тут еще задает вопрос Кристина Котова снова. Какие можно получить дополнительные баллы при поступлении за индивидуальные достижения? И вот сразу объединим. При поступлении обязательно не сдавать ЕГЭ по всем предметам или какие-то экзамены можно сдавать в самом университете? Так, ну, наверное, начну с более главного вопроса про экзамены. Если выпускник школы 11 классов, то это обязательно ЕГЭ. Дополнительных экзаменов в ВУЗе у нас никаких нет. Все по результатам ЕГЭ. И перечень у нас составляет 3 вступительных испытания. Ну, касаемо факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, это математика, профильный уровень, это русский язык и биология, 3-й предмет. Конкурсная ситуация складывается из суммы баллов по 3 вступительным испытаниям. При этом дополнительно можно будет получить баллы за индивидуальные достижения. Максимум это 10 баллов. Перечень, который есть, за что можно получить эти баллы, он у нас тоже размещен на сайте. Но отмечу, что это аттестат с отличием, это красный диплом, это участие в мероприятиях, конкурсах, проводимых в течение года нашим университетом, это и предметные олимпиады, и конкурсы творческие, такие как «Новое поколение», и специализированная сельскохозяйственная олимпиада, и всероссийский конкурс «Агро-НТ». Все это мы успели провести, мы встречали здесь большое количество школьников. Все участники получат до 5 баллов дополнительно, и призеры и победители могут получить до 10 баллов. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. И вот тут еще один вопрос от Андрея Масаева. Какой средний балл для поступления на ветеринарию? Вот, достаточно интересный. Про цифры давайте поговорим. Ну, средний балл – это, наверное, среднее количество баллов по ЕГЭ, правильно? Но по результатам прошлого года самый минимальный проходной балл у нас составлял 179 баллов. Достаточно высокие. Давайте я здесь тоже добавлю, чтобы посмотреть в динамике эти цифры. Опять же скажу, на сайте в разделе «Абитуриенту», дорогие наши зрители, вы можете посмотреть проходные баллы, начиная с 2015 года. И для себя уже картину построить, как меняется ежегодно этот балл. Но опять же замечу, что каждый год балл зависит от того, как такие, как вы, школьники, сдадут вступительные экзамены. Поэтому точно спрогнозировать этот балл очень трудно. Ну, в любом случае, как бы все цели достижимы, друзья, поэтому я уверен, что у многих из вас получится, и мы увидим вас на факультете биотехнологий и ветеринарной медицины. Да, все верно. Так, едем дальше по вопросам. Интересный вопрос задает друзья Абдулина. А есть ли опытная пасека при ВУЗе, где можно практиковаться? Ну, у нас даже есть не одна, а 3 пасеки. О как, даже Вот. 3. 2 это в Бурзянском районе и 1 в Уфимском районе. Все эти пасеки функционируют, и большая часть занятий с пчеловодами мы проводим именно на этих пасеках. К тому же на пасеках в Бурзянском районе мы работаем с бурзянской бортевой пчелой. То есть у студентов есть возможность практиковаться с пчелами? Да,
Конечно же. Я не знаю, все есть для обучения просто в различных специальностях. Это здорово. Так, есть еще один вопрос. Какие льготы существуют при поступлении и при обучении у детей-сирот? Вот так. Кто будет отвечать на этот вопрос? Ну да, это больше вопрос, конечно, к приемной комиссии. Льготники, мы так называем категорию, это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп. Это отдельная категория, для которой организуется отдельный конкурс. Количество мест, которые мы выделяем на каждом направлении подготовки или специальности, должно быть не менее 10%. Эти все цифры, конечно, у нас уже опубликованы 1 октября 2019 года, на сайте можно их посмотреть. На это количество мест выделенный конкурс тоже организуется в зависимости от результатов ЕГЭ. Единственное, следует отметить, простите, сегодня у нас прием ведется в онлайн-формате, соответственно, и все документы, подтверждающие, которые предоставляет данная категория граждан, они тоже должны сканировать и прикреплять в личных кабинетах абитуриентов. Все. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Так, друзья, хотелось бы еще снова поговорить о студентах, которые занимаются в нашем университете не только обучением, также занимаются и творческой деятельностью, спортивной и, конечно же, волонтерской. Поэтому, Ангелина, с твоего позволения, могла бы ты все-таки немножечко тоже еще раз про это рассказать? Какие, может быть, преимущества есть или какие-то интересные моменты можешь тоже вспомнить и рассказать для наших абитуриентов? Преимущества. Но на данный момент мы очень сильно развиваем ребят в проектно-творческой деятельности, то есть направляем на форумы в качестве участников, выигрываем гранты. Лично вот на счету нашего факультета за последний год получено 2 гранта, то есть мы реализовали школу волонтеров, довольно-таки крупное мероприятие, которое очень-очень многим волонтерам нашим понравилось. Мы смогли подготовиться к всероссийской студенческой весне, которую мы провели прям вообще на ура. Всем очень понравилось. Второй наш грант – это волонтерский коворкинг-центр, который мы на данный момент реализуем. Это комфортабельная площадка, где ребята смогут отдыхать, учиться, то есть проводить свой досуг. По поводу творческой деятельности, что могу сказать, я являюсь вокалистом в народном вокальном ансамбле «Юность». Все наши творческие направления в Центре эстетического воспитания, они ведутся ведущими специалистами, то есть вокалисты, у нас есть конферанс, готовят, Эрнест, ты, кстати, сможешь про это больше рассказать, готовят наших ведущих прекрасных. Спасибо, перестань. Вот, народный, в общем, у нас, танцуют и бальные танцы, и народные танцы, в общем, брейк-данс. Да. И вокалисты, и вокально-инструментальные ансамбли. В общем, очень много направлений, в которых могут развиваться студенты именно в творчестве. Вот, например, та же Ангелина, она является и вокалисткой народного вокального ансамбля «Юность», также она и, как ты сказал, волонтерский центр, ты руководитель волонтерского центра. То девчонка очень многогранная, поэтому сейчас думаю, что у студентов появится вопрос, а есть ли у тебя молодой человек? Ну ладно, об этом мы тоже немножко еще поговорим, разберем вопросы в чатах. Но сейчас хотелось бы показать вам видеоролик про спорт, про творчество в нашем университете и волонтерство. Давайте посмотрим. Активисты факультета посещают занятия Центра эстетического воспитания по таким направлениям, как вокал, бальная хореография, народная хореография, современная хореография, экзотические танцы, игра на курае, вокально-инструментальный ансамбль, игра на духовых инструментах. Участвуя в межфакультетских, университетских, республиканских и всероссийских конкурсах, занимают почетные призовые места. Спортсмены факультета завоевывают престижные награды и в межвузовских соревнованиях,
и всероссийских спартакиадах, и на международных соревнованиях. Материально-техническая база для реализации спортивных способностей – это 11 тренировочных залов, 3 бассейна и физкультурно-оздоровительный комплекс. Добровольчество. Волонтерский центр факультета является одним из многочисленных. Добровольцы факультета являются активистами не только университета, но республики и страны в целом. Они ездят на окружные, всероссийские форумы, как в качестве волонтеров, так и в качестве участников, привозят с подобных мероприятий гранты и реализуют себя как активных добровольцев. Ну что ж, вот такой замечательный ролик про творчество, спорт и волонтерство в нашем университете. Ну и, конечно, сейчас хотелось бы задать вопрос еще Георгию Вячеславовичу. Вот такой. Многие студенты, которые будут обучаться на факультете биотехнологии и ветеринарной медицины, они работают с животными. И поэтому хотелось бы узнать, где они будут получать практические навыки во время обучения. Это тоже очень важно. Хорошо, Эрнест. Вот для практической навыки, да, для освоения вот этих практических навыков у нас на факультете, конечно же, это особое место занимает. Мы за это внимательно следим, требуем от студентов именно практических таких навыков, потому что они работают с животными, а это определенные сложности. Вот. Ну, чтобы их преодолеть и быть своим профессионалом своего дела, у нас на факультете заключены договора со многими ведущими предприятиями. Во-первых, это все государственные ветеринарные станции всех районов. 54 района. В каждом районе имеется ветеринарная станция, где вы можете пройти именно же вот эту практическую подготовку. Второй момент – это лаборатория. У нас есть как Башкирская научно-производственная ветеринарная лаборатория, есть 8 зональных лабораторий в республике, где тоже студенты во время практики отрабатывают практические навыки по лабораторной диагностике. Следующий момент. Для наших студентов в распоряжении имеются и частные наши ветеринарные клиники. То есть все директора частных ветеринарных клиник, ветеринарных центров – это наши выпускники. И по традиции, вот по хорошей традиции, они всегда предоставляют возможность нашим студентам пройти какую-либо стажировку именно в клинике. А частные клиники – это в основном узкие клиники, которые занимаются определенной спецификой. Например, клиника доктора Кутлиматова. В клинике доктора Кутлиматова мы можем попрактиковаться по травматологии. Значит, в другой клинике мы можем попрактиковаться в сфере офтальмологии. В нашей клинике, которая при нашем факультете, мы можем попрактиковаться рентгенодиагностикой. У нас самый современный рентгенологический аппарат, вот все оборудование, которое, УЗИ-диагностика есть и так далее. То есть, если есть у студента желание стать узким ветеринарным специалистом, для этого всегда есть куда обратиться именно, и для этого есть все возможности. А также вот в прошлом году руководство университета подписало сетевой договор, где между Казанской ветеринарной академией и Санкт-Петербургской ветеринарной академией и нами по обмену не только студентов, но и преподавателей в целях повышения практической подготовки. То есть наши студенты могут один семестр проучиться в другом вузе. То есть уехать в Казань, там попрактиковаться по хирургии, уехать в Санкт-Петербург, там какую-то другую сферу ветеринарную, повысить свои навыки и вернуться к нам, чтобы уже полученные навыки передать нашим студентам, ну и даже преподавать. То есть любой успешный студент может последовать таким вариантам? Да, ветеринарное образование, оно же должно быть непрерывное. То есть ветеринарный врач, он всю жизнь учится, всю жизнь повышает свои навыки и так далее. И это очень интересно. Спасибо большое, Георгий Вячеславович. Вот такие вот варианты практики. Практики есть у наших студентов, поэтому, друзья, не беспокойтесь. Можно работать и с животными, и обучаться в другом вузе даже на один семестр. То есть очень много различных путей развития своей профессии. Так, давайте двигаемся дальше. Есть еще вопросы из чата.
Сейчас посмотрим. А вот, какой минимум баллов нужно при поступлении на... А, это уже было, это уже мы отвечали. Будет ли очный этап Олимпиады Агронти? Наверное, правильно прочитал. Агро-НТИ, наверное, да, правильно написано? Алена Кочур задает такой вопрос. Так, Алена, спасибо за вопрос. Действительно, у нас было большое количество участников на этой Олимпиаде. И успешно прошли заочный этап, большое количество. Сейчас отобраны лучшие, но, к сожалению, в связи с сложившейся эпидобстановкой мы тоже здесь вынуждены сказать, что пока проведение очного этапа у нас мы не можем его провести, но будем надеяться, с изменением обстановки мы все-таки проведем и выявим лучших среди тех, кто сейчас уже стал лучшими. Здорово. Светлана Сергеевна, вот вы затронули такой интересный момент, как очень актуальный, да, снова на сегодняшний день, как пандемия. Расскажите, пожалуйста, про формат поступления в этом году, потому что тоже студенты интересуются, как подавать документы. Ну, тоже интересный момент, очень важный для поступления. Действительно, сейчас очень много вопросов поступает от абитуриентов и по горячим линиям у нас, и на WhatsApp номер, и в Инстаграме. Здесь следует отметить то, что приняты Министерством науки и высшего образования особенности приема в связи с сложившейся ситуацией. И эти особенности нам говорят о том, что принимать мы должны исключительно в дистанционном формате. На что сейчас у нас настроена приемная кампания. Дистанционный формат приема у нас размещен на сайте вуза. Каждый абитуриент подает документы из дома, со своих гаджетов, с планшетов, даже с телефона можно подать документы, зайти на наш сайт, зарегистрироваться на портале, прикрепить необходимые документы, и после одобрения модератором заявление будет принято. Если это результаты ЕГЭ, то абитуриент сдает ЕГЭ, федеральная база эти результаты принимает, и мы узнаем результаты из федеральной базы. Если это внутренние экзамены, еще раз повторюсь, для выпускников профессиональных учебных заведений, то мы проводим в университете. Также из дома поступающие сдают эти экзамены. Как был вопрос, обязательно процедура идентификации личности будет соблюдаться и обязательная видеозапись данного экзамена. При этом экзамены, если внутри вуза, то в форме тестирования есть часть вопросов с развернутыми ответами. Спасибо. Вот тут еще один вопрос пришел нам в чат. Друзья, Абдуллина снова задает вопрос. Хотелось бы узнать, есть ли какие-нибудь профилактории для студентов и путевки в санаторий. Тоже очень интересный вопрос, который, наверное, важен для многих студентов, которые учатся в нашем университете. Ну, здесь я могу сказать, конечно же, нам очень важно, чтобы наши студенты были физически здоровые студенты. И если есть хронические заболевания, значит, то они могут обращаться на наш здравпункт у нас в управлении по воспитательной работе и уже получить рекомендации. И, конечно же, они все проходят соответствующее лечение в профилакториях. Здорово, здорово. Спасибо большое, Георгий Вячеславович. Друзья, ну что ж, вопросы в чате мы на все вопросы постарались ответить. Если еще какой-то вопрос у вас остался, то скорее задавайте его в чат, мы сейчас его разберем. Так, ну, пока вопросов нет, поэтому я думаю, что можно уже потихонечку завершать нашу трансляцию. Хотелось вам пожелать поступить в наш университет, на факультет биотехнологии и ветеринарной медицины, поблагодарить вас за ваши вопросы. Надеемся, что многие вопросы мы разобрали сегодня. Ну и спасибо вам огромное за внимание. Я думаю, что спикеры тоже могут сказать. Да, так, еще мы не разобрали пару вопросов про практику. А какой именно вопрос про практику интересует в чате его? Ну, у наших будущих абитуриентов, так скажем, будущих студентов может возникать вопрос, как проходит практика в условиях нашей самоизоляции и так далее. Но здесь я могу сказать, что наша практика, это практика работы с животными, она не может быть дистанционная. То есть не может быть по компьютеру, по телевизору или там с помощью каких-либо других приложений. То есть, проходя практику, студент должен именно напрямую контактировать с животными. Ну и соблюдая все
условия вот именно безопасности, личной гигиены, да, то эту практику можно спокойно проходить даже в условиях вот нашей самоизоляции, в условиях пандемии. Вот. К тому же вот именно как раз в апреле месяце у нас проходила практика у студентов 4-го курса, именно клиническая практика. Это решающая практика. И у нас есть небольшой видеоролик, который мы можем посмотреть. Давайте скорее посмотрим. Вот такой вот ролик про практику в нашем университете, студенты, которые проходят в нашем университете. Ну, а Ангелина, тоже можешь дополнить про практику. Да, я хотела бы дополнить. Частично данное видео это мы снимали, то есть это лично моя практика в Иглинской районной ветеринарной станции. В конце марта мы, получается, нас всех распределили, то есть мы сами находили места практики, где хотим пройти, то есть кто не мог, тем помогал деканат. Я выбрала Иглинскую районную ветеринарную станцию и абсолютно не пожалела. Мы смогли побывать и на всех хозяйствах, поработали и с лошадьми, и с мелким рогатым скотом, и с крупным рогатым скотом. Да, мы на парах, на занятиях проходили, то есть внутренние незаразные болезни, делали инъекции, то есть зондирование, все на занятиях проходили. И на вот этой практике, то есть я смогла применить все свои знания, то есть также с мелкими домашними животными. Допустим, к нам принесли собачку, у нее такие-то показателей, так скажем, и мы смогли уже поставить диагноз предварительный, и нам врач сказал, да, верно, все правильно, то есть багаж знаний, который дается в университете на занятиях, очень нам пригодился, и на практике мы смогли это все подкрепить, и также, помимо всего, и на ветсанэкспертизе мы побывали, то есть на рынке, также нам дали возможность в этой сфере узнать поближе себя и попробовать себя. Поэтому практика, которая предоставляется университетом, факультетом, она очень важна, и это очень круто, что нам вообще дают возможность, потому что я действительно поняла, что такое ветеринария, кто такой ветеринарный врач и что я буду дальше делать в своей жизни. Спасибо. Спасибо тебе большое, Ангелина, за такой интересный рассказ про практику. Я думаю, что студентов тоже это очень интересует. Так, вот еще вопрос поступил от Лизы. Как поступить на целевое к вам и можно ли вообще? Георгий Вячеславович, давайте вкратце, буквально еще в 2 словах повторим, потому что это уже обсуждали. Если Лиза, она из районов республики, да? Ну, тут
Лиза, ты можешь Да. нам даже ответить, из районов ты или нет. Да. Если она иногородняя и из районов, то, конечно же, я посоветовал бы ей обратиться на ветеринарные станции района и с ними уже заключить договор о целевой подготовке. Либо в администрацию района. Если же она наша, городской уфимский житель, так скажем, то вот можно подойти прямо к Дамиру Абугалевичу на Уфимскую городскую ветеринарную станцию, и он поможет. Ну, Лиза, вот такой план для тебя мы придумали. Она говорит, нет, из Уфы. Ну вот, поэтому Дамир Абугалевич, можешь к нему обратиться, и он решит твое дальнейшее поступление на целевом. Так, друзья, ну что ж, будем потихонечку прощаться, завершать нашу трансляцию. Хотелось сказать вам огромное спасибо еще раз за внимание. Ну, я думаю, что спикеры тоже могут сказать пару напутствующих слов. Кто готов первым? Ну, наверное, я, это уж Эрнест. Тут даже сказали, что огромное спасибо декану, вот так. Вот. Мне очень приятно было, что вы пригласили именно в эту студию. Приятно было отвечать на вопросы наших будущих абитуриентов. Мне понравилось, что интерес вот к ветеринарии, к этой специальности, он не угасает, он всегда есть. И, конечно же, ветеринарный врач – это самая гуманная профессия на всем мире, так скажем. Не зря же говорят, медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач оберегает человечество. Вот. Всем как бы добро пожаловать на наш факультет. По любому вопросу вы можете звонить ко мне лично, это в приемную, либо задавать вопросы, либо писать на сайте, на электронную почту. Я всегда всем отвечаю. Всегда всем помогу. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Вячеславович. Так, Светлана Сергеевна, тоже можете для студентов, для абитуриентов. Да, дорогие друзья, от лица приемной комиссии разрешите поблагодарить вас за участие в нашем эфире сегодня, за очень интересные и актуальные, действительно, это очень важные для вопросы для всех поступающих абитуриентов. У выпускников сейчас такое ответственное время выбора, время очередного этапа сложных экзаменов. Я желаю всем успехов, мужества, здоровья. Конечно же, ждем вас в дружных рядах наших абитуриентов, а затем студентов. Но здесь в качестве резюме хотелось бы отметить, что вот много говорили про факультет и очень много про ветеринарию. Но на этом факультете есть еще такие интересные специальности, как зоотехния, технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Бюджетные места есть на всех этих направлениях подготовки. При этом ветеринария – это специалитет, да, там обучение 5 лет. Мы ждем вас на этом факультете, ждем на наших интересных специальностях. Спасибо. Спасибо большое, Светлана Сергеевна. Ну, Ангелина, тоже пару слов давай для абитуриентов напутствующих. Ребят, у нас самый топовый университет, самые крутые преподаватели и наш деканат. Короче, приходите к нам, мы будем очень рады вас всех видеть в наших рядах. Всех ждем, всех любим. Ну что, друзья, на такой замечательной позитивной волне мы будем заканчивать нашу трансляцию. Желаем вам поступить в наш Башкирский государственный аграрный университет на факультет биотехнологий и ветеринарной медицины. Также подписывайтесь на наши соцсети, на наш Инстаграм, на группу ВКонтакте. Также у всех факультетов нашего университета есть свой Инстаграм, поэтому смело подписывайтесь и будьте всегда в курсе всех свежих новостей. Друзья, также желаем вам успехов и до новых встреч.